Вопросы развития экономики для любого государства, любой страны, для любого региона всегда стоял и стоит на первом месте. Так было, так будет. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Рустам Шаптукаев. Маш волос. Ассаламу алейкум, добрый день. И сразу переходя к вопросу нашему первому. Смотрите, Рустам Русланович, в последнее время в России все больше и больше внимания уделяют национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года. А если спросить о Чеченской Республике, какие у нас тут цели развития на ближайшие годы? Вот такой вот первый вопрос. Безусловно, вы правы. И данную цель, национальных целей и задач президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил своим указом о национальных целях развития Российской Федерации. И в зависимости от того, что от региона к региону потребности у всех в принципе одинаковые, во-первых, обозначены 5 стратегических целей указом президента. Это какие? Это сохранение населения, здоровья и благополучия людей, цифровая трансформация, возможность для самореализации и ведения бизнеса, комфортная и безопасная городская среда для людей, достойный эффективный труд. И все задачи, которые сегодня обозначены Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, нашим главой, национальным лидером, они полностью синхронизированы со всеми целями и задачами, отраженными в указе президента. Мы не расходимся. Нет, мы Ни в коем случае. В принципе не расходимся, мы наоборот показываем пример всем остальным, как это нужно исполнять. Об этом говорят и все макроэкономические показатели, и то, что мы сегодня с вами можем наблюдать на различного рода федеральных площадках. И какие у нас есть перспективы для осуществления успешного развития Чеченской Республики в этом плане, в этих рамках, о которых вы только что сказали? В рамках основных национальных целей Чеченской Республики успешно реализуются национальные проекты, согласно поручению президента. Сформирован ряд региональных проектов. На основании данных, полученных по итогам 2022 года, все средства, направленные в рамках региональных проектов за 2022 год, освоены в полном объеме. Хотелось бы отметить, это и больницы, школы, садики, объекты для отдыха, объекты туризма. То есть весь спектр строительства, весь спектр инфраструктуры. Повышение уровня жизни граждан. Да, Будем говорить напрямую. Повышение уровня жизни и для комфортного их благополучного проживания. И проживания. Да. Получается, получится. Получается и получится, да, дальше. С помощью Всевышнего, как говорит наш глава, мы всегда достигаем обозначенные цели. Понимаете, экономика, она, конечно, сложная тема, но когда в нее вникаешь, она становится интересной. И тут у меня такой вопрос. Вот за последние годы Чеченская Республика достигла существенных успехов в экономической и социальной сферах, что подтверждают показатели. Это вы знаете лучше меня, отражающие экономический рост, повышение качества жизни и развитие инфраструктуры. Вот чем вы можете это объяснить, как министр экономики? Вы знаете, действительно, наша страна за последние несколько лет столкнулась с рядом сложностей. Первое, это мы столкнулись с пандемией COVID-19. И второе, это, конечно же, все те меры, деструктивные меры, принятые недружественными западными странами против нашей страны. Поначалу они создавали некие логистические
сбои, логистические проблемы в части доставки оборудования, комплектующих для предприятий производств, предприятий бизнеса нашей страны и, в частности, нашего региона. Но, тем не менее, несмотря на предпринимаемые меры, народ Российской Федерации, в частности, жители Чеченской Республики, как мы с вами знаем, очень предприимчивые. И буквально в считанные месяцы проблема, вопросы, связанные с нарушением логистических цепочек, были успешно решены. И по мере поступления таких запросов оперативно решаются. Так хотелось бы отметить, в частности, конкретизировать это предприятие «Чеченавто», которое испытывало в начале прошлого года некие сложности по комплектующим, но буквально за 2 месяца данная проблема была решена, и сборочный цех запустил свою работу. Также дополнительно заключено соглашение с группой компаний «ГАЗ», и на базе предприятия «Чеченавто» налажен выпуск, сборка автомобилей «Газель». А вот на современном этапе, о котором вы говорите, есть ли препятствия, которые мешают дальнейшему социально-экономическому развитию нашего региона? Если да, что это за препятствия и как они решаются? Вы знаете, на сегодняшний день препятствий как таковых мы их не видим. Почему? Потому что главное желание, компетентный подход сотрудников. Плюс на сегодняшний день у нас есть самое главное, что не позволит ни одному препятствию нарушить наши цели и задачи. И что это у нас? Самым главным у нас является это сплоченная, на сегодняшний день сформированная нашим первым президентом Ахматхаджи Кадыровым Далгазот Обалдальчин команда, которая сегодня возглавляется нашим национальным лидером, главой, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Команда на сегодняшний день, несмотря на то, что мы работаем соответственно и с документальным оборотом, все в оперативном порядке могут друг другу сказать, где, что, когда и как нужно сделать. И в оперативном порядке, несмотря на бюрократические барьеры, мы все это оперативно решаем, сплоченно и довольно-таки успешно. Я почему спросил и спрашиваю? Потому что сегодня можно услышать, что санкции, наложенные на Россию, потихоньку начинают работать, и что это видно по динамике производства. Ваше мнение, насколько сильно санкции мешали, мешают и могут помешать развитию Чеченской Республики? Вы меня извините, что я вам так скрупулезно эти вопросы задаю, но я хочу, чтобы наши телезрители из уст специалиста по экономике, тем более министра, услышали это сами. Прошу. Вы знаете, давайте, чтобы не было наше с вами интервью голословным, мы приведем конкретные примеры. Согласен, это будет хорошо. Да, до этого мы обозначили предприятие «Чеченавто», которое из-за санкций столкнулось с вопросами логистики, доставки комплектующих. Один пример мы с вами уже привели. Также хотелось бы обозначить наше предприятие, на сегодняшний день одно из самых крупных в Северокавказском федеральном округе. Это производство строительных материалов «Технопарк Казбек». 4 линии производства строительных материалов. Это и производство извести, производство газобетонных блоков. И тут хотелось бы отметить, что в прошлом году мы его запустили. Несмотря на все санкции, несмотря на ограничения, которые вводятся регулярно против нашей страны. То есть мы нашли механизмы и методы, благодаря которым предприятие на сегодняшний день успешно функционирует. Это применение новых технологий. То есть до момента введения соответствующих ограничений против нашей страны сотрудники иностранных государств приезжали, налаживали оборудование, и осталось завершить пусконаладочные работы. Так вот, данные пусконаладочные работы, вот я хотел бы сказать, насколько быстро, оперативно была решена данная задача. То есть нашли соответствующих специалистов, в онлайн-видео формате подключили камеры, и сотрудники указанного предприятия, наши с вами сограждане,
в онлайн-режиме занимались пусконаладочными работами. То есть решение всегда можно найти. Также существует ряд вопросов, на которые сегодня чеченский бизнес, скажем так, успешно отвечает. Это параллельный импорт, параллельные поставки через дружественные страны. То есть выход всегда можно найти, главное, чтобы было желание. Что-нибудь экономики Чеченской Республики, даже в вопросе развития экономики нашего региона, что-нибудь угрожает на сегодняшний день? Вы знаете, угрозы существуют всегда. Ну, это понятно, Да, понятно. да. Но мы говорим сейчас об этой ситуации. Вы знаете, о чем я упоминаю, о чем я говорю. Есть ли какая-то угроза, что мы можем отстать, не успеть, не сделать? Да, я прекрасно понимаю ваш вопрос, поэтому отвечу на него более фундаментально, скажем Прошу. так. Угроза на сегодняшний день существует не только для экономики Чеченской Республики, не только для бизнес-сообщества Чеченской Республики. Угроза сегодня существует в рамках целостности нашей страны, в рамках нарушения и скажем так, разворовывания принципов нашей государственности. И в связи с этим Рамзан Ахматович Кадыров проявляет наибольшую активность среди, можно сказать, всех губернаторов Российской Федерации по вовлеченности в специальную военную операцию, по искреннему сопереживанию, по непосредственному. Вовлеченность заключается в том, что весь состав семьи нашего главы Рамзана Ахматовича своим примером показывает и участвует в указанных событиях. Помимо того, что непосредственно производят выезд на указанные территории, на регулярной основе ежедневно направляются многотысячные грузы гуманитарной помощи. Вот. И в этих пределах хотелось бы сказать, что существует угроза целостности нашей страны, и с которой на сегодняшний день успешно мы справляемся. Смотрите, накануне, если я прав, если я не ошибаюсь, первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов поручил начать разработку муниципального инвестиционного стандарта. Вот хотелось бы узнать, что это за стандарт и зачем он нужен. Да, вы знаете, Если моя информация, она правдива. Да, абсолютно верная информация у вас. Хотелось бы дополнить единственным вопросом, что мы настолько вовлечены в указанный процесс, что уважаемый вице-премьер Российской Федерации Белоусов в еженедельном формате в рамках видеосовещаний еженедельно проводят соответствующие встречи. И еженедельно этот вопрос стоит на повестке, и мы поэтапно входим в реализацию указанного стандарта. Инвестиционный стандарт подразумевает под собой всестороннюю максимальную поддержку реализуемым инвестиционным проектам. Включает в себя 5 основных элементов. Опять же, каких элементов? 5 основных элементов. Это первое — создание на территории региона агентства по продвижению инвестиционных проектов. Второе — создание стратегического совета по инвестициям. Также создание инвестиционной декларации. Основные из 5 элементов нами на сегодняшний день уже приняты. Вот мы планируем до конца текущего года один из элементов — это утверждение инвестиционной карты региона. Мы соответствующее обращение сделали нашим коллегам и надеемся, что до конца года и оставшийся элемент по утверждению инвестиционной карты также будет утвержден. Параллельно с этим сформирована региональная команда по обучению для успешного внедрения в регионе инвестиционного стандарта. И вот буквально в считанные дни остались до их выезда в Академию народного хозяйства и государственной службы РАНХИКС для проведения соответствующих обучающих семинаров. И насколько это все поможет нам или уже помогает? Безусловно, уже помогает. Обзор инвестиционного климата, обзор инвестиционной безопасности, трансляция этого, популяризация этого вопроса уже действует, и мы получаем различные заявки от бизнес-сообщества нашей страны, а также из стран СНГ
по вопросам, интересующих в части вложений в Чеченскую Республику, бизнес-сообществ Чеченской Республики, какие преференции предусматривает наш регион, какие преференции утверждены нормативно-правовыми актами. То есть ряд вопросов, которые мы на сегодняшний день за счет обратной связи, оперативной обратной связи, за счет загруженности и информационных ресурсов мы сегодня активно взаимодействуем с инвестиционными потенциальными инвесторами нашего региона. Как вы оцениваете мероприятие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, которые сегодня реализуются в Чеченской Республике? Ну, тут цифры говорят сами за себя. А какие цифры? Да, у нас численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года увеличилась в 2,5 раза и составляет более 140 тысяч человек. Мы на сегодняшний день являемся лидерами Российской Федерации по темпам и динамике роста. Мы в лидеры. Да, мы в лидерах сегодня по Российской Федерации. Приятно слышать. На сегодняшний день Рамзан Ахматович создал всю необходимую инфраструктуру для развития малого и среднего бизнеса. Во-первых, это центр по поддержке бизнеса, называется «Центр Мой бизнес». Также существуют региональные фонды, микрофинансовые фонды по выдаче займов малому и среднему бизнесу. Есть региональный экспортный центр, который на сегодняшний день занимается подбором потенциальных импортеров, которые будут покупать товары, производимые на территории Чеченской Республики, который помогает, указанный экспортный центр помогает бизнес-сообществу, экспортирующему свою продукцию, выступать на сегодняшних международных площадках, на федеральных площадках с презентацией своей продукции. То есть ряд направлений ведется. Плюс хотелось бы отметить, что на сегодняшний день очень активно развивается у нас сфера по займам и рассрочке, которую вы слышали в прошлом году. Есть такое дело. Презентовали, да, очень активно. Причем желающие получить средства из указанной организации «Фаворит» не только граждане нашего региона, также из соседних регионов тоже поступают запросы с просьбами открыть филиалы. К нам поступают. Обособленные подразделения указанной И что вы отвечаете организации на эти у них в регионах. запросы? Ну, это политика именно менеджмента, политика предприятия. И я думаю, в стратегических целях они рассматривают такие варианты, как открытие филиалов, дополнительных офисов. Мы им помогаем? Мы со своей стороны, в части административной, конечно же, при поступлении от них запросов будем всячески им помогать. Но так ребята очень успешные, очень востребованные, и на сегодняшний день они помогают бизнесу. Но не без этого. Да. Не без этого. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, но мы успеем ответить на последних 3 наших вопроса. Какие национальные проекты сегодня работают в Чеченской Республике? Я хочу вас спросить. Вот насколько я знаю, Минэкономразвития, где вы на сегодняшний день руководитель, запустила информационный ресурс о мерах поддержки инвестпроектов. Вот чем это может помочь региону? Вы знаете, на базе 13... Есть такой информационный ресурс запущенный? Да, безусловно, есть инвестиционный портал. Хотелось бы, во-первых, отметить, что на базе 13 национальных проектов, реализуемых в нашем регионе, утверждены паспорта региональных проектов по 46 регпроектам. Указанные региональные проекты, они, хотелось бы сказать, что комплексно все региональные проекты помогают развитию бизнеса, при том, что некоторые из них направлены на непосредственно социальные цели, но несмотря на это, за счет и развития социальной сферы, культуры, туризма, остальных направлений идет развитие в целом региона. То есть это и инфраструктура, дороги, места для отдыха. То есть для инвестора сегодня важно, он приезжает в регион, смотрит, как живут люди, как
развивается бизнес, на общую среду региона, и после этого принимает решение о вложении своих финансовых средств в Часто определенные принимают проекты. такое решение, что нужно вложиться в Чеченскую Республику? Вы знаете, этот темп достаточно неплохой на сегодняшний день. Вот смотрите, в рамках реализации мероприятий национального проекта, опять же, если я не ошибаюсь, производительность труда с рабочим визитом в Чеченскую Республику приехала накануне недавно заместитель генерального директора Федерального центра компетенции в сфере производительности труда по обучению, руководитель департамента Академия производительности, я даже прочитаю, Ирина Алексеевна Жук. Вот можно тут поподробнее? Да, с прошлого года в Чеченской Республике реализуется национальный проект «Производительность труда», в рамках которого уже прошли очень успешно с достижением всех показателей 2 предприятия. Одно из них, кстати, очень достаточно интересное предприятие, я его озвучу, это Трубпласт. Оно производит трубы водоснабжения, водоотведения любых диаметров. И команда с фабрики процессов в рамках национального проекта участвовала в производительности труда в снижении незавершенного производственного предприятия, результатами которого они остались довольны, о чем говорят соответствующие показатели. Также в рамках визита в Чеченскую Республику федерального сотрудника хотелось бы отметить, что она посетила предприятие «Чеченские минеральные воды», где в текущем году реализуется указанный национальный проект, также посетила нашу республиканскую фабрику процессов, где производится обучение сотрудников. Хотелось бы отметить, что наша коллега была приятно удивлена. Хотел у вас только что Да, об этом спросить. была приятно удивлена и отметила, что она впервые видит на практике регионов такой профессиональный, качественный подход к реализации национальных проектов. Вот всегда приятно слышать о том, что у нас все хорошо, и все приезжающие это видят, об этом говорят и это оценивают с положительной стороны. И последний наш вопрос. Смотрите, в рамках реализации мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» министерством, которым вы руководите, сформирована база действующих экспортеров Чеченской Республики, а также проведен экспортный аудит, анализ в 2022 году. Хотелось бы поподробнее узнать, что это и как. Только не спрашивайте, откуда я все это знаю. Прошу. Да, мы не удивлены вашей оснащенностью информацией, так как вы всегда знаете в корне о проблемах, о вопросах, которые сегодня насущны. В части реализации на территории Чеченской Республики национального проекта «Международная кооперация и экспорт» действительно проводятся соответствующие мероприятия, сформирована база экспортеров, также проведен аудит по итогам прошедшего года. В целом, хотелось бы отметить, в рамках проведенных мероприятий мы отмечаем следующие тезисы. Во-первых, в основном экспортируются продовольственные товары, сырье, целлюлезно-бумажные изделия и промышленная продукция. Также хотелось бы отметить, что в рамках реализации национального проекта мы тесно взаимодействуем с Российским экспортным центром. Все мероприятия выездные с бизнес-сообществом, презентации наших производителей проходят в тесном взаимодействии с Российским экспортным центром. Также Российский экспортный центр помогает нашим производителям в поиске потенциальных покупателей товаров, производимых на территории Чеченской Республики. И мы на сегодняшний день формируем стратегию развития экспорта до 2030 года в рамках реализации национального проекта. Также нами формируется программа развития экспорта. Спасибо. Спасибо вам за вашу работу. Говорю от души. И еще раз говорю спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Спасибо вам, Баркал, Денрейсхил.
А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И министр экономического и территориального развития торговли Чеченской Республики Рустам Шаптукаев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы. И знайте, экономика Чеченской Республики на высоком уровне. Все у нас будет хорошо. Удачи!